Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Итоги работы за 2021 год подвели на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. В республике заметно уменьшилось и количество обращающихся в медучреждения людей, и число заболевших. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрил посетила беженцев из ЛНР и ДНР. В среду, 9 марта, состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжаня с заместителем главы Минэкономразвития России Дмитрием Вольвачем. Обсуждались вопросы взаимодействия Абхазии и России в области экономики. Дмитрий Вольвач подчеркнул, что для России поддержка Абхазии остается одним из наиважнейших приоритетов страны. Аслан Бжаня, в свою очередь, выразил благодарность руководству России за неизменную помощь, которая оказывается Абхазии на протяжении многих лет. Президент также сообщил, что Абхазия готова и дальше оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Дмитрий Владимирович, хотел бы выразить слова благодарности руководству Российской Федерации за ту неизменную помощь, которая оказывается нам на протяжении многих лет. Сегодня непростые времена в Российской Федерации. И мы сопереживаем, мы готовы оказать народу России всемирную поддержку. Все, чем мы располагаем, вы знаете о том, что мы признали независимость республик, мы приняли определенное количество беженцев из этих республик, мы готовы в этом ключе работать дальше. И мы готовы с очень необходимости оказать и иную поддержку в том числе. Вот, поэтому еще раз добро пожаловать, рад вас видеть здесь у нас в Сухуми в это непростое время. Нам удалось с вами повстречаться, продолжить наши рабочие деловые контакты. Действительно, с учетом той ситуации, в которой, того временного отрезка, в котором мы встречаемся, мне бы очень хотелось поблагодарить в вашем лице руководство республики, всю республику за то, что вы действительно после Российской Федерации признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это очень важный шаг. Сегодня, насколько я знаю, тоже еще одно историческое событие произошло. Республика Абхазия и Донецкая народная республика установили дипломатические отношения. Это тоже очень важный, серьезный этап подтверждения международной правосубъектности этих восточных республик бывшей Украины. Я бы отдельно хотел передать вам слова благодарности за то, что, по моим данным, 170 беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республики на сегодняшний день расположены в Республике Абхазия, что они обеспечены всем необходимым, что они действительно очень комфортно, безопасно размещены, что им оказывается вся необходимая помощь и поддержка. И я также знаю, что вы регулярно направляете гуманитарную помощь республикам, что тоже очень важно и ценно. И я считаю, что вот даже в этих условиях, когда, наверное, связь наших государств, она, скажем так, приобретает еще какой-то дополнительный смысл, дополнительную ценность. Очень важно, чтобы мы, конечно же, продолжали наше с вами социально-экономическое сотрудничество. Для Российской Федерации поддержка и помощь Республике Абхазия остается и будет оставаться одним из важнейших международных приоритетов. Большая вам благодарность за то, что мы с вами вместе в очень короткие сроки разработали действительно такую совершенно новую по структуре инновационную программу развития и взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на 2022-2025 годы. Я считаю, что реализация основных положений этой программы должна стать залогом того, чтобы экономика Республики Абхазия укрепилась,
бюджетная обеспеченность повысилась, уровень жизни населения тоже возрос. Мы будем делать все для того, чтобы заложенные параметры программы были выполнены. Вот сегодня по пути в столицу мы уже посетили несколько объектов. Мы понимаем, что в нынешней обстановке возникают новые вызовы. Это и ценовая волатильность, это и сроки, что нам необходимо научиться работать гораздо более высокими темпами. Нам необходимо фиксировать, ну, скажем так, основные наши расходные показатели для того, чтобы вот в те бюджетные параметры, которые у нас есть, уложить как можно больше мероприятий, объектов, которые мы с вами запланировали. Ну, я думаю, что и с нашей стороны, и с вашей стороны есть понимание, везде работают очень профессиональные команды, и, значит, мы с вами с этим вызовом тоже справимся. Задача наших команд и меня, как одного из операторов этого процесса со стороны Российской Федерации, сделать так, чтобы средства, которые выделены на программу, были самым эффективным и самым лучшим образом, скажем так, влиты в экономику республики. Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами, сообщается на сайте МИД Абхазии. В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой. Меньше тяжких преступлений и ДТП. Генеральная прокуратура республики отчиталась о проделанной работе в 2021 году. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. С основным докладом выступил первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния. Он рассказал о состоянии законности и правопорядка и о работе органов прокуратуры за прошедший год. Всего в 2021 году было выявлено 250 нарушений законодательства. За аналогичный период 2020 года – 91 нарушение. Работа была сосредоточена на вопросах соблюдения налогового, бюджетного и административного законодательств, а также законодательства о здравоохранении и иных нормативно-правовых актов. При производстве плановой проверки Управления образования администрации города Сухум, а также отдела образования администрации Гагрского района на предмет соблюдения закона Республики Абхазия об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия, наряду с нарушениями бюджетного законодательства и налогового законодательства выявлены нарушения закона о бухгалтерском учете, а также нарушения законодательства, регулирующего порядок сдачи государственного имущества в аренду за период с 2016 по первое полугодие 2020 года. Значительный объем работы проведен по материалам контрольной палаты в части нарушений целевого расходования бюджетных средств. По результатам проверок Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено одно уголовное дело, внесено одно представление, принесено 2 протеста на противоречащие законодательству нормативно-правовые акты. В бюджет возмещена сумма в размере 1 400 000 рублей. В действиях бывшего председателя комитета по репатриации, инженера технического надзора фонда репатриации, директора подрядной организации «Ремстрой» были усмотрены признаки преступления, предусмотренной частью 4 статьи 156. Так, действием указанных лиц причинен ущерб государству в размере 22 742 445 рублей. По данному факту Следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Также нарушения выявлены при плановых проверках в части целевого и эффективного расходования бюджетных средств в 2019-2020 годах при реализации инвестиционных программ. Проверке были подвергнуты 13 объектов строительства. По результатам проверки в исполнении работ на объекте реконструкция Ткварчалской ЦРБ по выявленным нарушениям Следственного управления Генпрокуратуры направлено 2 материала для принятия процессуального решения. Нарушения в части эффективности и целевого использования бюджетных и внебюджетных средств также выявлены прокуратурой Гулирипского района при проверке выполнения работ на объекте капитальный ремонт спортивного зала в селе Пшап Гулирипского района. По результатам проверки в действиях директора ООО «Строймастер», осуществлявшей подрядные работы на объекте, усмотрены признаки преступления, предусмотренные статьей 156 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится проверка в порядке статьи 143-144 УПК Республики Абхазия. Что касается работы правоохранительных органов Абхазии, всего в 2021 году было зарегистрировано 723 преступления, что на 39 меньше, чем за аналогичный период 2020 года. По регионам наблюдается уменьшение количества зарегистрированных преступлений. В Гудаутском районе на 26 единиц,
85 преступлений напротив в 2020 111. И в городе Сухум на 20 единиц 204 преступления, за аналогичный период 224. При этом число зарегистрированных преступлений увеличилось в Гагарском районе на 25 единиц. В 2021 году 149 преступлений, за аналогичный период прошлого года 124. И в Ткварчалском районе на 13 единиц 26 преступлений напротив 13 в 2020. С 2020 года наблюдается тенденция уменьшения зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. С отчетом за прошедший год выступили прокуроры районов и городов республики. В сфере незаконного оборота оружия в 2020 году было возбуждено 12 дел. За отчетный период времени 2021 года 38 уголовных дел. Также аналогично проглядывается, значит, рост в сфере незаконного, значит, оборота наркотических средств. В 2020 году 34 уголовных дел было возбуждено по городу Сухум. За 2021 год 48 уголовных дел. В настоящее время в производстве судебного управления находится около 15 уголовных дел. Самые резонансные среди них – тройное убийство на набережной, убийство гражданина Барциц в городе Гагра, разбойное нападение на Ткварчалскую ЦРБ и ряд других. В Сухумском городском суде находится дело по республиканской больнице, тоже на стадии предварительного слушания. Также ряда других уголовных дел, находящихся в Верховном суде. Это похищение гражданки дочери и убийство Озган, также отмененное дело Верховным судом на повторном рассмотрении, и похищение Мирцхулава со стороны Попава и Зухпа. К сожалению, ряд этих уголовных дел принял заволокиченный характер. Мы рассматриваем эти дела уже, некоторые дела свыше 2 лет. Дело по факту набережной уже более 10 месяцев находится в производстве суда. Основная трудность, с которой сталкиваются государственные обвинители в рассмотрении данных резонансных дел, это отсутствие взаимодействия с потерпевшей стороной. Мы уже практически сделали в том постановлении, можно сказать, которое направлено в МВД Республики Абхазия о направлении принудительных приводов. К сожалению, МВД не исполняет эти принудительные приводы, ссылаясь на то, что среди свидетелей женщины, и их доставить невозможно. Дополнительными трудностями также у нас является то, что взыскание ущерба, о котором мы просим, в том же проблема у нас в республиканской центральной Ткварчальской больнице, где вынесен обвинительный приговор, но при этом иск на более 1 миллиона рублей никому не интересен. Ни Ткварчальская больница не заявляет, ни Кабинет министров, ни Национальный банк, куда бы мы ни обращались, категорически отказываются быть потерпевшими, говорят о том, что это не им причинен ущерб, а куда нам эти деньги. В итоге суд отказал в связи с такими исками. Также и вот по хищениям, связанным с Бонду Ачба, также такая же проблема была. Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба дал положительную оценку работе правоохранительных органов, однако сделал ряд замечаний. Если вы следите за дебатами, которые происходят на телеэкранах по поводу выборов в Народное собрание, постоянно звучит вопрос о коррупции. Во всех выступлениях людей этот вопрос волнует, и вопрос задается обычно: а кто сидит вообще по этим видам преступления? Нам нужны результаты. Я не за то, чтобы там головы рубить, сажать и так далее, но те люди, которые залезли в карман народный, они должны за это отвечать. А мы видим, что ни компенсации, как это бывает, есть такая практика мировая, когда компенсируют ущерб, нанесенный обществу. И этого нету, и заключения под стражу нету. Но сейчас в большей степени, я думаю, этот вопрос общественность волнует. Поэтому нужно все-таки здесь большую принципиальность проявлять. Итоги работы за 2021 год подвел генеральный прокурор Адгур Агарба. По его словам, самым острым и актуальным вопросом на сегодняшний день остается коррупция. У нас было принято решение по многим делам коррупционной направленности. Там, где был причинен ущерб государству, от 1 миллиона рублей до 150 миллионов рублей и более.
Часть из этих уголовных дел уже направлена в суд для рассмотрения по существу. Сегодня уже судьи приступили по некоторым из них к процессу. Мы очень внимательно будем следить за этими делами. Там дела, которые расследовались 1,5–2 года и более. И почему так долго это происходило, это связано с экспертизами. Я бы хотел обратиться и к судебному сообществу тоже. Попросить, чтобы максимально внимательно они оценили доказательства по этим делам и вынесли по ним справедливое и объективное решение. На мой взгляд, от таких решений в дальнейшем будет зависеть вообще состоятельность правоохранительной системы в целом. И судебная ведь власти в стороне не останется. И мы бы очень хотели, чтобы была объективная оценка. Строгое наказание, суровое наказание должно быть по таким делам. Нужно создавать прецеденты. И если это не произойдет, тогда я буду считать для себя, что мы сегодня несостоятельны, и мы не способны исправить ситуацию. Хотелось бы еще отметить службу ГАИ относительно смертей на дорогах в этом году, в прошлом году, в 2021 году. За отчетный период их стало гораздо меньше. На мой взгляд, мы прекрасно взаимодействуем, МВД и Служба государственной безопасности. По результатам коллегии принято решение, которое в последующем будет направлено начальникам управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокурорам на местах для исполнения. Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение. Плановые показатели налоговых поступлений в бюджет республики за 2 месяца 2022 года имеют положительную динамику. Общая сумма налоговых платежей составляет 447,3 миллиона рублей при плане в 349 миллионов. Суммарная разница фактических поступлений налоговых платежей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет более 50 миллионов рублей. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Джансух Нанба. По всем инспекциям районным и по инспекции города Сухум у нас идет перевыполнение плана. Единственная инспекция, в которой у нас отмечается небольшое отставание, это Чимчерский район. Но мы надеемся, что в ближайшее время они тоже подтянутся и будут, следовать тренду общему, перевыполнению плана. Если говорить о результатах в разрезе налогов, то здесь мы тоже можем констатировать факт, что в целом по республике у нас идет практически исполнение по всем налогам. Основными базовыми, фундаментальными причинами, безусловно, является успешный 2021 год. То есть сейчас мы, администрируем те налоги, которые отразили наши предприниматели по результатам 2021 года. Также мы надеемся, что тенденция подобная продолжится, но есть определенные опасения с нашей стороны в части событий, которые происходят на мировой арене, я имею в виду военные события между Российской Федерацией и Украиной. В этой связи, в связи с принятием санкций западными странами в отношении России, российских компаний, мы очень внимательно наблюдаем за тем, чтобы у наших предпринимателей, а именно у предпринимателей, которые занимаются торговлей в части импортных операций, не возникли сбои, не возникли, определенные трудности с реализацией своей деятельности. В Министерстве экономики обсудили ситуацию с поставками топлива в Абхазию. Совещание прошло с участием представителей топливных компаний республики. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган обратила внимание на то, что цена на топливо в Абхазии не может быть такой же, как в России. Россия продает топливо в Абхазию по экспортным ценам. Экспортные цены последний год бьют биржевые рекорды. Эта информация открыта, и при желании ее можно проверить. У правительства Абхазии нет возможности регулировать цены, так как они зависят от российского рынка. Отменить ввозной НДС будет означать выпадание средств из бюджета. Поэтому было принято решение установить низкие проценты надбавок, что в долгосрочной перспективе будет сдерживать возможность развиваться. Но участники рынка с пониманием относятся к данной ситуации, отметила министр экономики.
По ее словам, сейчас самая главная задача – это пересмотреть механизм поставок топлива, осуществляемых из России в дружественные государства, такие как Республика Абхазия. Министерство экономики регулярно проводит необходимые консультации с профильным министерством Российской Федерации. Однако этот вопрос пока не решен, сообщила Кристина Узган. По данным Оперштаба, за 7 марта тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 298 человек. У 98 из них был положительный тест на ковид. Судя по последней информации, в республике заметно уменьшилось количество обращающихся в медучреждения людей и число заболевших. Можно ли говорить об улучшении эпидситуации в стране, выясняла Сария Кварасхеля. Меньше месяца назад наша съемочная группа работала в красной зоне Гудаутской центральной районной больницы. Тогда на стационарном лечении было 100 ковид-больных. Сегодня картина иная. Здесь 24 пациента, из них 10 человек в тяжелом состоянии, 14 средней степени тяжести, а в Сухумской инфекционной 28 ковид-больных. Из них 4 человека находятся в отделении реанимации, состояние которых крайне тяжелое. Нужно отметить, конечно, динамику, тенденцию к снижению пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы не можем сказать, какой штамм, конечно, у нас превалирует, это дельта-штамм или омикрон, но мы предполагаем все же это омикрон. В Гагарской ЦРБ на сегодняшний день 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 2 в тяжелом состоянии. Все необходимые препараты у нас есть, всем необходимым эти пациенты обеспечены. В целом, если взять, например, месячной давности ситуацию, то можно сказать, что мы идем на спад, потому что месяц назад у нас на лечении в целом в районе положительных было свыше 1000 больных, в отделениях состояло до 40-45 пациентов. В целом в районе свыше 100 человек ковид-положительных пациентов, которые проходят лечение на дому, из них 20 детей тоже под наблюдением докторов получают лечение. В восточной части Абхазии эпидситуация сложная, но стабильная. Количество стационарных больных снизилось. В Тхорчалской ЦРБ 5 ковид-пациентов. Тяжелых нет. Эпидситуация в районе остается сложной. За февраль месяц ковид-позитивных пациентов 459, из них детей 43. В марте месяце наблюдается небольшой спад. С 1 марта 65 пациентов ковид-положительных. Стационарное лечение в январе месяце прошли 39 пациентов. По последней информации Оперштаба в Очимчирской ЦРБ 5 ковид-больных. Врачи наблюдают некий спад заболеваемости, однако так было не раз. Ситуация с непредсказуемой коронавирусной инфекцией может поменяться в любую минуту, говорят медики. А значит, нельзя расслабляться и забывать про меры безопасности. Сария Кварасхеля, Абхазское телевидение. В четверг, 10 марта, на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 8-го Маякского округа. На прямой эфир приглашены Виталий Габня, Леон Губаз, Анна Калягина, Наур Нормания, Ираклий Чичхалия, Астамур Какалия и Анет Табганба. Напоминаем, что телезрители могут присылать свои вопросы кандидатам на электронную почту. Все кандидаты в депутаты подлежат процедуре заполнения декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательстве имущественного характера. Задекларированные сведения 54 кандидатов в депутаты Народного собрания опубликованы на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. Всего с 10 февраля Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 123 кандидата. Оставшиеся кандидаты, которые не успели на сегодняшний день сдать декларации, должны будут сделать это в ближайшее время, так как закон о декларировании устанавливает сроки, в рамках которых они должны сдать эти декларации. Крайним сроком отражен срок избрания, то есть до дня выборов они должны свои декларации представить. По тем кандидатам, которые уже сдали декларации, были, выявлены ряд неточностей,
которые по, так скажем, значит, по нашей инициативе мы связывались с кандидатами, задавали дополнительные вопросы, и они, осознав, что неверную информацию указали, то есть технического рода, исправляли декларации, и на сегодняшний день 54 декларанта опубликовали свои декларации. Чтобы пообщаться с жителями Донбасса, узнать об их нуждах, помочь наладить связь с родными, которые сейчас находятся далеко, в среду уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл посетила беженцев из ЛНР и ДНР в пансионате «Айтар». Репортаж Гугусы Вардания. Уютно расположившись в холле пансионата «Айтар», беседуют жители ЛНР и ДНР с уполномоченным по правам человека в Абхазии. Каждый с болью вспоминает о том, что пришлось пережить. Как жили все эти годы, как наспех собирали вещи и уезжали с родной земли. Ходили под бомбами с 5-литровыми баклажками на тележках. Каждый день, как по графику. В одну и ту же. Да. Полная блокаде Луганска. А сейчас там есть люди, как-то остались там или просто уже... Сейчас там очень много людей, очень много детей. Нет, мирные жители, очень много там осталось. Помочь и поддержать морально. Уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл готова выслушать каждого. Понимая всю ситуацию, сложность и то, как вы наспех за ночь собрались и выехали, я подумала, что, возможно, у вас будут и есть какие-то проблемы, связанные с документами или с другими вопросами, или, возможно, нужно какую-то связь наладить, и, может быть, через офис уполномоченного мы могли бы какие-то ваши вопросы, проблемы решить. И мы открыты для этого. Я хотела вот в связи с этим встретиться с вами, предложить нашу помощь, нашу поддержку офиса уполномоченного по правам человека. Голод, холод, боясь выйти из дома и попасть под обстрел. Беженцы говорят, что чувство тревоги их не покидает. Сейчас они в безопасности, но многие родные им люди остались там, где идет война. Самое страшное чувство – отсутствие связи с близкими. По их словам, на данный момент контакты с родными налажены. Супруг там остался, родители, брат, его родители, все там остались. Вы с ними как-то связь держите? Да, созваниваемся почти каждый день по интернету. Маленькая Алисе 5 месяцев. Приехала в Абхазию со старшей сестрой и мамой. Она еще не умеет говорить и ходить, но скрываться от обстрелов приходилось не раз. По словам матери двоих детей Ольги Нестеровой, когда появилась возможность, сразу уехали. В 2014-м со старшей дочерью мы уезжали. Потом вернулись, вроде как бы там притихло, но все равно война шла, но стреляли как-то более там окраины. Возобновились опять обстрелы уже и по центру, и там, где я живу, в школу попали, 2 учителей погибло. Поэтому решили уехать. Муж сказал, чтобы мы собирали вещи и уезжали. Я уже со старшей дочерью сидела в подвалах и больше уже не хочу. Истории этих людей тяжело слушать и понимать, что такие страшные вещи происходят в наше время, отметила Асида Шакрыл. Примите нашу вот такую безмерную поддержку, моральную от нас. В завершении встречи уполномоченный по правам человека раздала всем свои визитные карточки, чтобы жители Донбасса при необходимости могли обращаться к ней. Асида Шакрыл также привезла беженцам сладкие подарки и фрукты. Гугуса Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 11 марта с 13 до 15 часов на стадионе «Динамо» в Сухуми пройдет акция в поддержку действий Российской Федерации по обеспечению мира и порядка на территории ДНР и ЛНР, а также денатификации и демилитаризации Украины. Решение о проведении акции принято главой администрации Сухума Бесланом Эшба на основании многочисленных обращений граждан, инициативных групп, общественных организаций, политпартий при поддержке президента Абхазии. Охрану общественного порядка во время проведения мероприятия будет обеспечивать УВД города Сухум. С 9 по 12 марта на гастролях в Москве Государственный русский театр драмы имени Искандера покажет 5 спектаклей текущего репертуара. Большой гастрольный тур в российскую столицу приурочен к 40-летию единственного русского театра Абхазии. В течение 4 дней на сцене театрального центра на Страстном московским зрителям будет представлено 5 спектаклей. «Не обо мне», «Кёджинские перепалки», «Игрок», «Последний из ушедших» и «Радость вопреки всему». Откроется гастрольный
гастрольная программа 9 марта показом недавней премьеры театра. Спектаклем «Не обо мне» по пьесе Майи Тульчинской. Гастроли в Москве пройдут при поддержке компании «Мистраль» лично Беслана Агреба и компании «Амобайл» Евгения Паланта и Бориса Барцец. Сегодня на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 33-го Ткварчалского первого округа. На прямой эфир приглашены Тайфун Ардзенба, Аслан Камузов, Беслан Эмурхба, Дамир Гурзолия. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 35-го Галского округа. На прямой эфир приглашены Беслан Аршба, Лаша Сакания, Тимур Ширгелия, Анас Кишмария и Сурия Чамагуа. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 10 марта, на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 0,5, днем 2,7 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Камши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.